В марте 2005 года, когда следователи наконец получили доступ к служебному кабинету Николая Танаева в Белом доме Кыргызстана, они обнаружили нечто, чего там быть не должно было. 3 массивных сейфа стояли распахнутыми настежь, словно их вскрыли в спешке. Внутри не осталось ни единого документа, ни одной папки с грифом секретности. Только пустые полки и запах свежего металла от сорванных замков. Но самое странное обнаружилось позже, когда эксперты изучили систему видеонаблюдения здания. Камеры зафиксировали, как за 4 часа до штурма Белого дома разъяренной толпой из служебного входа вышли 3 мужчин в штатском. Они несли тяжелые черные кожаные портфели, которые грузили в микроавтобус без номерных знаков. Один из этих мужчин был сам премьер-министр Танаев. Что именно находилось в тех портфелях? Почему сейфы опустошили именно в ту ночь, когда по всему Бишкеку уже разгорались костры революции? И главное, куда делись документы, которые могли бы раскрыть правду о финансовых потоках семьи Акаева за последние 15 лет его правления? Николай Танаев не был обычным чиновником в системе президента Оскара Акаева. Этот человек прошел путь от скромного инженера до премьер-министра страны. И на каждом этапе своей карьеры он оказывался именно там, где решалась судьба самых секретных финансовых операций режима. Когда в 1998 году Акаев начал масштабную приватизацию государственных предприятий, именно Танаев возглавил комиссию по оценке стоимости активов. Когда в 2001 году международные аудиторы начали задавать неудобные вопросы о золотых резервах страны, именно Танаев подписывал отчеты, которые удовлетворяли проверяющих. А когда в 2003 году оппозиция заговорила о миллиардах долларов, осевших на счетах родственников президента, именно Танаев выступал с опровержениями на всех международных форумах. Бывшие сотрудники его аппарата вспоминают, что премьер-министр никогда не повышал голос, никогда не демонстрировал эмоций, но при этом всегда знал абсолютно все о финансовых потоках страны. У него была феноменальная память на цифры. Он мог назвать точную сумму любой сделки, заключенной правительством за последние 10 лет, не заглядывая в документы. Эта способность сделала его незаменимым для семьи Акаева, но одновременно превращала в самого опасного свидетеля, если бы он когда-нибудь решил заговорить. Чтобы понять масштаб того, что контролировал Танаев, нужно представить экономическую реальность Кыргызстана начала 2000-х годов. Средняя зарплата учителя в стране составляла около $30 в месяц. Врачи получали чуть больше — $45. Пенсионеры выживали на $15 ежемесячно. А теперь сравните эти цифры с тем, что происходило на верхних этажах власти. В 2002 году дочь президента Акаева, Бермет, приобрела виллу в швейцарском Женеве стоимостью $12 миллионов. Это эквивалентно 333 тысячам месячных зарплат кыргызского учителя. Или, если считать иначе, 800 тысячам пенсий. Сын президента, Айдар, в том же году зарегистрировал на свое имя компанию, которая получила эксклюзивные права на импорт нефтепродуктов в страну. За 1 год эта компания заработала около $80 миллионов чистой прибыли. Николай Танаев подписывал все документы, которые делали эти сделки возможными. Он знал каждую цифру, каждый банковский счет, каждую офшорную компанию. И он молчал. Но что заставляло его молчать? Была ли это лояльность президенту, который вытащил его из безвестности? Или страх перед тем, что может случиться, если он откроет рот? А может быть, у него были свои причины хранить секреты семьи Акаева? Причины, о которых мы узнаем позже. Существует документ, о котором почти никто не знает. Это внутренняя служебная записка Службы национальной безопасности Кыргызстана, датированная 15 февраля 2005 года, ровно за месяц до революции. В этой записке, составленной начальником аналитического отдела СНБ, содержится тревожный прогноз. Социальная напряженность достигла критической точки. В случае массовых беспорядков существует высокая вероятность штурма правительственных зданий. Рекомендуется немедленно эвакуировать из Белого дома все документы, содержащие информацию о финансовых операциях первых лиц государства. Этот документ попал на стол Николая Танаева. Бывший сотрудник его аппарата, который согласился дать показания только на условиях анонимности, рассказывает, что премьер-министр прочитал записку, долго смотрел в окно на заснеженные горы Алатоо,
А потом произнес только одну фразу. «Начинайте готовить список». Какой список имел в виду Танаев? Список документов для эвакуации? Или список людей, которые знали слишком много и должны были исчезнуть вместе с бумагами? В течение следующих 4 недель в кабинете премьер-министра происходило нечто странное. Сотрудники замечали, что Танаев стал задерживаться на работе допоздна, иногда до 3-4 часов ночи. Охранники видели, как он лично выносит из кабинета коробки с документами и грузит их в служебный автомобиль. Когда один из помощников осмелился спросить, что происходит, премьер-министр ответил уклончиво: «Провожу инвентаризацию архива». Но какую инвентаризацию можно проводить в 3 часа ночи в полном одиночестве без участия архивариусов? 24 марта 2005 года началось как обычный рабочий день в Белом доме. Николай Танаев прибыл в свой кабинет ровно в 8 часов утра, как всегда. Он провел несколько совещаний, подписал стопку документов, принял делегацию из Всемирного банка. Ничто не выдавало того, что через несколько часов его жизнь изменится навсегда. Но те, кто находился рядом с ним в тот день, вспоминают странные детали. Танаев был необычно молчалив. Он несколько раз проверял мобильный телефон, хотя обычно никогда не отвлекался на звонки во время совещаний. А около 2 часов дня он вдруг отменил все оставшиеся встречи и попросил своего личного водителя подать машину к служебному входу, не к парадному, как обычно, а к тому, который использовался для хозяйственных нужд. Примерно в это же время на площади Алато начали собираться первые группы протестующих. Сначала их было несколько сотен, потом тысячи. К 3 часам дня толпа уже насчитывала около 10 тысяч человек. Люди скандировали лозунги против семьи Акаева, требовали отставки правительства, размахивали плакатами с обвинениями в коррупции. Милиция пыталась сдержать натиск, но было очевидно, что ситуация выходит из-под контроля. А в это время на 4-м этаже Белого дома, в кабинете премьер-министра, разворачивалась совсем другая драма. Свидетели утверждают, что около 4 часов дня к служебному входу Белого дома подъехал темно-синий микроавтобус без опознавательных знаков. Из здания вышли 3 мужчин. Первым был сам Николай Танаев, одетый не в обычный деловой костюм, а в темную куртку и джинсы, словно готовился к долгой дороге. Вторым был его личный помощник Эрлан Касымов, человек, который работал с премьер-министром уже 8 лет и знал все его секреты. Третьим оказался сотрудник СНБ в штатском, имя которого до сих пор не установлено. Все 3 несли тяжелые черные кожаные портфели дипломатического формата. Судя по тому, как они держали эти портфели, 2 руками слегка наклонившись вперед, внутри находилось что-то очень тяжелое: документы, деньги, жесткие диски с электронными архивами. Охранник, дежуривший у служебного входа, позже рассказывал следователям, что Танаев выглядел встревоженным. Он несколько раз оглянулся на здание, словно проверяя, не следит ли за ним кто-то из окон. Потом быстро сел в микроавтобус, и машина уехала в сторону южного выезда из города. Это было в 16:30. Ровно через час толпа прорвала оцепление милиции и ворвалась в Белый дом. Когда протестующие добрались до кабинета премьер-министра, они обнаружили там полный хаос. Распахнутые сейфы, разбросанные по полу папки, оторванные телефонные провода. Но самое главное — никаких документов с грифом секретности. Всё исчезло. Куда делся Николай Танаев в те критические часы? Что он вывез из Белого дома в тех черных портфелях? И почему, когда через несколько дней его нашли в одной из гостиниц на юге страны, он категорически отказывался отвечать на вопросы о событиях 24 марта? Чтобы понять, что именно мог вывести Танаев, нужно вернуться на несколько лет назад и разобраться в том, как устроена была финансовая система семьи Акаева. Это была не просто коррупция в классическом понимании — взятки, откаты, хищение бюджетных средств. Это была целая параллельная экономика, теневое государство внутри государства. В центре этой системы находилась так называемая «черная касса» — фонд, куда стекались деньги от всех крупных сделок, проходивших через правительство. Приватизация золотодобывающего комбината «Кумтор» — 10% от сделки уходило в черную кассу. Контракт на строительство новой ГЭС с китайскими подрядчиками — 15% в фонд.
Лицензия на разработку урановых месторождений — 20%. За 15 лет правления Акаева в этом фонде накопилась астрономическая сумма. Разные источники называют цифры от 500 миллионов до 2 миллиардов долларов. Но где хранились эти деньги? На каких счетах? В каких банках? И кто имел доступ к этой информации? Ответ на последний вопрос известен точно. Доступ имели только 3 человека. Президент Оскар Акаев, его жена Майрам Акаева и премьер-министр Николай Танаев. Существует легенда, которую рассказывают бывшие сотрудники администрации президента. Якобы в личном сейфе Танаева хранилась единственная в своем роде папка красного цвета с надписью «Проект Феникс». В этой папке находился полный список всех офшорных компаний, через которые проходили деньги черной кассы. Номера счетов в швейцарских, лихтенштейнских и панамских банках. Имена доверенных лиц, которые управляли этими счетами. Коды доступа к электронным хранилищам. Одним словом, полная карта теневой финансовой империи семьи Акаева. Если эта папка действительно существовала, то она стоила дороже, чем все золотые запасы Кыргызстана. Потому что тот, кто владел этой информацией, владел судьбой всей правящей элиты страны. Мог шантажировать, мог торговаться, мог обменять молчание на собственную безопасность и благополучие. Бывший заместитель министра финансов, который работал в правительстве Танаева с 2002 по 2004 год, вспоминает один странный эпизод. Однажды во время совещания по бюджету кто-то из министров неосторожно упомянул о слухах, что родственники президента вывели за границу крупную сумму. Танаев мгновенно оборвал говорившего. «Мы здесь обсуждаем государственный бюджет, а не сплетни». Но после совещания он подозвал того министра и тихо сказал: «Есть вещи, о которых лучше не говорить вслух, даже в шутку, даже намеками, потому что слова имеют свойство материализоваться в самый неподходящий момент». Что он имел в виду? Предупреждал коллегу об опасности или угрожал? 23 марта 2005 года, за день до революции. В этот вечер в резиденции президента Акаева состоялось экстренное совещание. Присутствовали только самые близкие люди. Сам президент, его жена Майрам, сын Айдар, дочь Бермет, глава СНБ и премьер-министр Николай Танаев. Официальной записи этого совещания не существует, но один из охранников резиденции, который нес службу у дверей кабинета, позже рассказал журналистам то, что ему удалось услышать. Разговор был напряженным. Майрам Акаева настаивала на немедленной эвакуации всей семьи за границу. Айдар предлагал ввести чрезвычайное положение и разогнать протестующих силой. Бермет молчала, но было видно, что она напугана. А президент Акаев сидел в кресле, положив голову на руки, и не произносил ни слова. Наконец заговорил Танаев. Его голос был спокойным, почти безэмоциональным. «Господин президент, нам нужно обезопасить документы. Если завтра толпа ворвётся в Белый дом, они найдут всё. Каждый контракт, каждую платежку, каждый банковский перевод за последние 15 лет. Это будет означать не просто конец вашего правления. Это будет означать международные суды, замороженные счета, экстрадицию. Я предлагаю немедленно начать эвакуацию архива». Акаев поднял голову и посмотрел на премьер-министра долгим тяжелым взглядом. «Ты понимаешь, что ты предлагаешь?» — спросил президент. «Понимаю», — ответил Танаев. «Ты понимаешь, что если эти документы попадут не в те руки, мы все окажемся в тюрьме», — продолжал Акаев. «Именно поэтому я предлагаю доверить эту операцию мне лично», — сказал Танаев. Повисла долгая пауза. Потом президент кивнул. «Делай, что считаешь нужным, но помни, если что-то пойдет не так, ты будешь отвечать за все». Танаев встал, поклонился и вышел из кабинета. Это была последняя встреча премьер-министра с президентом Акаевым. Больше они никогда не виделись. Что произошло в ту ночь с 23 на 24 марта в кабинете Николая Танаева? Охранники Белого дома вспоминают, что свет в окнах 4-го этажа горел до самого утра. Несколько раз к служебному входу подъезжали машины, из которых выгружали пустые коробки
и увозили полные. Один из водителей, который участвовал в этих перевозках, рассказывал, что коробки были настолько тяжелыми, что их приходилось нести вдвоем. Куда их везли? Водитель утверждает, что маршрут каждый раз был разным. Один раз на частную дачу в пригороде Бишкека, другой раз на склад какой-то строительной компании, третий раз в подвал жилого дома в центре города. Создавалось впечатление, что Танаев специально распределял документы по разным тайникам, чтобы никто не мог найти все сразу. Но была ли это просто предосторожность? Или у премьер-министра был более хитрый план? Может быть, он создавал себе страховку, распределял компрометирующие материалы так, чтобы в случае опасности иметь возможность торговаться с новой властью? Или наоборот, он верно служил семье Акаева до конца, пытаясь спасти их репутацию и состояние? А может быть, в ту ночь Николай Танаев принял решение, которое изменило всю его дальнейшую судьбу? Решение оставить себе копии самых важных документов, чтобы обеспечить собственную безопасность на годы вперед. Утро 24 марта. Площадь Алато заполняется людьми с самого рассвета. К полудню там уже около 15 тысяч человек. Толпа скандирует: «Акаев — вор! Верните наши деньги! Судить коррупционеров!» Милиция выстраивает оцепление вокруг Белого дома, но всем понятно, что это ненадолго. В 2 часа дня протестующие начинают штурм. Они ломают металлические ограждения, забрасывают милиционеров камнями, поджигают служебные автомобили. К 3 часам первая группа врывается в здание через разбитые окна 1-го этажа. Начинается погром. Люди крушат мебель, выбрасывают из окон компьютеры, жгут документы прямо в коридорах. Кто-то ищет деньги, кто-то компромат на чиновников, кто-то просто вымещает накопившуюся за годы злость. К 4 часам толпа добирается до 4-го этажа, где находятся кабинеты высшего руководства. Дверь в кабинет премьер-министра взламывают одной из первых. И вот здесь начинается самое интересное. Те, кто ворвался в кабинет Танаева, описывают одну и ту же картину. 3 больших металлических сейфа стоят распахнутыми. Внутри пусто. Ни папок, ни дисков, ни флешек, только пыль на полках. На столе включенный компьютер, но жесткий диск из него вынут. На полу разорванные в клочья бумаги. Но когда их пытаются собрать, оказывается, что это просто черновики каких-то служебных записок, не представляющих никакой ценности. Создается впечатление, что кто-то методично и тщательно зачистил кабинет, не оставив ни единого следа. Но когда это произошло? И кто это сделал? Камеры видеонаблюдения Белого дома в тот день работали с перебоями, то ли из-за технических неполадок, то ли кто-то специально отключал их в нужные моменты. Но несколько фрагментов записи все же сохранились. На одном из них, датированном 14 часами 30 минутами 24 марта, видно, как по коридору 4-го этажа идут 3 мужчин. Качество записи плохое, лица не разобрать. Но по силуэту один из них очень похож на Николая Танаева. Все 3 несут большие черные портфели. Они движутся быстро, почти бегом, в сторону служебной лестницы, которая ведет к запасному выходу. Следующий сохранившийся фрагмент записан уже в 16 часов 10 минут, камерой у служебного входа. На нем видно, как к зданию подъезжает темно-синий микроавтобус. Из здания выходят те же 3 мужчин с портфелями. Они быстро садятся в машину, и она уезжает. Номерные знаки на записи не видны. Либо их закрыли, либо их вообще не было. Это последнее появление Николая Танаева в Белом доме. Больше его там никто никогда не видел. Но куда он поехал? И что было в тех портфелях, которые он так спешно вывозил из здания за 1,5 часа до того, как туда ворвалась толпа? Следующие несколько дней после революции Николай Танаев словно растворился в воздухе. Его не было ни дома, ни на даче, ни в офисе. Мобильный телефон был отключен. Родственники утверждали, что ничего не знают о его местонахождении. Новая власть объявила его в розыск. Не как преступника, а как важного свидетеля по делу о коррупции в правительстве Акаева. Но найти Танаева не удавалось. Только через неделю, 1 апреля 2005 года, его обнаружили в небольшой гостинице в городе Ош на юге страны. Он снял номер под чужим именем, почти не выходил из комнаты, питался тем, что приносили из ближайшего магазина. Когда к нему пришли представители новой власти, Танаев встретил их спокойно, почти равнодушно.
Он согласился дать показания, но с одним условием. Разговор должен проходить без записи, без свидетелей, только с главой Временного правительства. Это условие было принято. Что именно говорил Танаев на той встрече, до сих пор остается тайной. Официальный протокол содержит только общие фразы о сложной политической ситуации и необходимости национального примирения. Но люди, которые видели главу Временного правительства сразу после этого разговора, утверждают, что он выглядел потрясенным. Один из его помощников вспоминает, как глава правительства вышел из комнаты переговоров, сел в кресло и долго молчал, глядя в одну точку. Потом произнес только одну фразу. Мы даже не представляли, насколько глубока эта яма. Что он имел в виду? Какую информацию сообщил ему Танаев? И почему после этой встречи расследование коррупции в правительстве Акаева внезапно замедлилось, а некоторые дела были вообще закрыты? Есть версия, которую обсуждают в кулуарах бишкекской политической элиты, но никто не решается озвучить публично. Согласно этой версии, Николай Танаев не просто вывез документы из Белого дома в тот роковой день. Он использовал их как козырь в переговорах с новой властью, предложил сделку. Он не передает компрометирующие материалы в руки международных следователей, а новое правительство гарантирует ему безопасность и не преследует по закону. Более того, по слухам, Танаев намекнул, что среди вывезенных им документов есть такие, которые компрометируют не только семью Акаева, но и некоторых лидеров оппозиции, пришедших к власти после революции. Якобы многие из них тоже были замешаны в коррупционных схемах, получали откаты от тех же самых сделок, что и люди Акаева. Если эта информация станет достоянием общественности, новая власть потеряет всякую легитимность. Поэтому было принято негласное решение. Танаева не трогают, а он хранит молчание и не выдает секреты ни старого, ни нового режима. Подтверждений этой версии нет. Но есть факты, которые заставляют задуматься. После апреля 2005 года Николай Танаев ни разу не был вызван на допрос по делам о коррупции. Его имя практически исчезло из публичного пространства. Он не давал интервью, не появлялся на политических мероприятиях, не комментировал события в стране. Жил тихо, скромно, словно стараясь быть незаметным. Но при этом, по данным из открытых источников, его финансовое положение оставалось более чем стабильным. Откуда у бывшего премьер-министра, который формально не занимался бизнесом, были средства на безбедную жизнь? Может быть, ответ кроется в тех самых черных портфелях, которые он вывез из Белого дома 24 марта. Прошло почти 20 лет с тех событий. Николай Танаев ушел из жизни в 2021 году, унеся с собой множество секретов. Но вопросы остались. Что именно находилось в тех портфелях? Где сейчас документы черной кассы? Существует ли до сих пор полный список офшорных счетов семьи Акаева? И самое главное, использовал ли Танаев эту информацию для собственной выгоды, или он действительно до конца оставался верным слугой режима, который пытался защитить своих хозяев даже после их падения? Некоторые исследователи считают, что ключ к разгадке нужно искать не в Кыргызстане, а за его пределами. Есть информация, что в 2006 году, через год после революции, Танаев совершил несколько поездок в Швейцарию и Лихтенштейн. Официально в качестве частного лица, для отдыха. Но совпадение слишком очевидное. Именно в этих странах находились основные офшорные счета, через которые проходили деньги черной кассы. Встречался ли Танаев там с кем-то из доверенных лиц семьи Акаева? Передавал ли он им документы или, наоборот, получал от них что-то взамен за молчание? Мы можем только строить предположения. Но одно известно точно. После тех поездок финансовое положение Танаева заметно улучшилось. Он приобрел недвижимость, начал инвестировать в небольшие бизнес-проекты. Откуда у человека, который всю жизнь был государственным служащим, появились такие средства? Существует еще одна зацепка, о которой мало кто знает. В 2015 году, через 10 лет после революции, в одном из швейцарских банков была предпринята попытка получить доступ к сейфовой ячейке, зарегистрированной на имя офшорной компании, связанной с семьей Акаева. Попытка была неудачной. Человек, который пришел в банк, не смог предоставить правильные коды доступа. Но самое интересное в другом. По описанию сотрудников банка, этот человек
был очень похож на Николая Танаева. Правда, официально подтвердить его личность не удалось. Он предъявил паспорт на другое имя, а камеры наблюдения в тот день случайно не работали. Совпадение? Или бывший премьер-министр действительно пытался получить доступ к тем самым деньгам черной кассы, о которых знал больше всех? И если это был он, то почему попытка провалилась? Может быть, коды были изменены кем-то из семьи Акаева, которые не доверяли Танаеву? Или сам Танаев специально использовал неправильные коды, чтобы проверить, отслеживает ли кто-то его действия? Вопросов больше, чем ответов. Но каждый новый факт, каждое новое свидетельство приближает нас к разгадке одной из самых больших тайн современной истории Кыргызстана. А теперь давайте вернемся к самому началу нашей истории, к тем распахнутым сейфам в кабинете Танаева. Эксперты-криминалисты, которые исследовали их после революции, обнаружили интересную деталь. На внутренних стенках сейфов остались следы бумаги, микроскопические волокна, которые прилипают к металлу, когда документы хранятся долгое время. Анализ этих волокон показал, что в сейфах действительно находилось огромное количество бумаг, по оценкам несколько тысяч страниц. Но самое любопытное, среди этих волокон были обнаружены частицы специальной бумаги, которая используется для печати банковских документов и ценных бумаг. Это означает, что в сейфах Танаева хранились не просто служебные записки или отчеты, а финансовые документы высшей степени важности. Банковские выписки, договоры о переводе средств, сертификаты на владение акциями компаний. Мы можем только догадываться. Но факт остается фактом. То, что вывез Танаев в тех черных портфелях, имело прямое отношение к деньгам. К очень большим деньгам. К тем самым миллиардам, которые семья Акаева накопила за 15 лет правления. И теперь эти документы находятся где-то там, в неизвестном месте. Возможно, в руках людей, которые знают, как ими воспользоваться. Или, может быть, они уже давно уничтожены, сожжены, превращены в пепел, чтобы никто и никогда не узнал правду о черной кассе Кыргызстана. Представьте себе человека, который каждое утро просыпается с мыслью о том, что сегодня может стать его последним днем на свободе. Человека, который знает слишком много и понимает, что это знание превратилось из привилегии в проклятие. Именно так жил Николай Танаев в последние месяцы перед революцией. Его личный врач, который согласился дать показания только спустя 15 лет после тех событий, рассказывает поразительные вещи. С января 2005 года премьер-министр начал жаловаться на постоянные головные боли, бессонницу, приступы тревоги. Врач выписывал ему сильные успокоительные, но Танаев отказывался их принимать, говоря, что должен сохранять ясность ума. В феврале у него начались проблемы с сердцем, тахикардия, скачки давления, боли в груди. Кардиолог настаивал на полном обследовании, но премьер-министр категорически отказывался ложиться в больницу. Почему? Что он так боялся? Врач вспоминает один разговор, который произошел в начале марта, за 3 недели до революции. Танаев сидел в кабинете, держась за грудь, и вдруг произнес: «Доктор, а вы знаете, что самое страшное для человека в моем положении? Не смерть. Смерть — это избавление. Страшно умереть, не успев сделать то, что должен. Страшно, что твои секреты переживут тебя и будут использованы против тех, кого ты пытался защитить». Врач не понял тогда, о чем говорит премьер-министр. Но теперь, спустя годы, эти слова обретают зловещий смысл. Танаев знал, что его здоровье на пределе. Знал, что стресс последних лет подтачивает его организм. И понимал, что если он умрет внезапно, все секреты, которые он хранил, могут попасть не в те руки. Именно поэтому он так спешил в те последние недели. Именно поэтому работал по ночам, вывозил документы, создавал тайники. Он готовился к тому, что может не пережить революцию. И хотел убедиться, что даже после его ухода информация останется под контролем. Его контролем или контролем тех, кому он доверял. Но кому именно он доверял? И что случилось с его здоровьем после тех драматических событий 24 марта? Медицинские записи Николая Танаева за период с апреля 2005 по 2021 год представляют собой настоящую загадку. Официально он наблюдался у нескольких врачей в Бишкеке, проходил регулярное обследование, получал лечение.
Но если внимательно изучить эти документы, обнаруживаются странные несоответствия. Например, в мае 2005 года, через месяц после революции, Танаев якобы проходил обследование в одной из клиник Бишкека. Но охранник той клиники утверждает, что никогда не видел бывшего премьер-министра в здании. Более того, в тот день, когда по документам Танаев должен был быть на приеме у кардиолога, его видели в аэропорту, садящимся на рейс в Стамбул. Куда он летал? Зачем? И почему в его медицинской карте появилась запись о визите, которого не было? Еще более странная история произошла в 2008 году. По официальным данным, Танаев лег на плановую операцию в одну из частных клиник Алматы. Операция прошла успешно, пациент выписался через неделю. Но когда журналисты попытались получить подтверждение этой информации в клинике, им сообщили, что никакого пациента с таким именем в их базе данных нет. Администрация клиники категорически отрицала, что Танаев когда-либо находился у них на лечении. Кто-то лжет. Либо сам Танаев создавал фальшивые медицинские записи, чтобы скрыть свои реальные перемещения. Либо кто-то другой фабриковал документы, чтобы создать видимость, что бывший премьер-министр находится под наблюдением и его здоровье под контролем. Но зачем? Какую игру вел Танаев, даже после того, как ушел из большой политики? Существует свидетельство, которое проливает свет на эту загадку. В 2019 году, за 2 года до своей кончины, Николай Танаев встретился со своим старым другом, бывшим коллегой по правительству. Встреча была случайной. Оба оказались в одном ресторане в центре Бишкека. Друг вспоминает, что Танаев выглядел намного старше своих лет. Седые волосы, глубокие морщины, сутулая спина. Но самое поразительное — его руки. Они постоянно дрожали. Когда друг спросил о здоровье, Танаев усмехнулся и сказал: «Знаешь, что делает с человеком груз секретов? Он разрушает тебя изнутри. Каждый день ты просыпаешься и думаешь, а вдруг сегодня кто-то придет и потребует ответов? А вдруг сегодня всплывет документ, который ты считал уничтоженным? А вдруг кто-то из тех, кто знает правду, решит заговорить? Это хуже любой болезни. Это медленная пытка». Друг попытался привести разговор на другую тему, но Танаев продолжал. «Я иногда думаю, что было бы, если бы я тогда, в марте 2005-го, поступил иначе. Если бы не вывез те документы. Если бы оставил все как есть и позволил новой власти найти все самим. Может быть, тогда я спал бы спокойно. Может быть, мое сердце не колотилось бы каждый раз, когда звонит телефон. Но я сделал выбор, и теперь живу с последствиями этого выбора». Это был последний раз, когда друг видел Танаева живым. Через 2 года бывший премьер-министр скончался от обширного инфаркта. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Но те, кто знал его в последние годы, говорят, что он умер не от болезни сердца. Он умер от того, что больше не мог нести бремя своих секретов. Но вернемся к тем черным портфелям, которые Танаев вывез из Белого дома. Что с ними стало? Куда они делись? И что именно в них находилось? Один из водителей, который работал в службе безопасности премьер-министра, рассказывает историю, которая может дать ключ к разгадке. Вечером 24 марта, уже после того, как Танаев покинул Белый дом, этот водитель получил странный звонок. Звонил сам премьер-министр, хотя обычно он никогда не связывался с рядовыми сотрудниками напрямую. Танаев говорил быстро, нервно, его голос дрожал. «Слушай внимательно. Завтра утром ты поедешь по адресу, который я тебе сейчас продиктую. Там будет человек, он передаст тебе 3 коробки. Ты отвезешь эти коробки на склад номер 7 в промзоне. Никому не говори об этом. Никому не показывай, что внутри. Просто отвези и оставь там. Через неделю тебе позвонят и скажут, что делать дальше». Водитель выполнил указание. На следующий день он приехал по указанному адресу. Это был частный дом на окраине Бишкека. Его встретил мужчина средних лет, который молча вынес 3 картонные коробки, заклеенные скотчем. Коробки были тяжелыми. Водитель погрузил их в машину и отвез на склад. Оставил там, как было велено. Но обещанного звонка через неделю не последовало. Не последовало его и через месяц, и через год. Водитель несколько раз пытался связаться с Танаевым, но тот не отвечал на звонки.
Тогда водитель решил сам проверить, что стало с теми коробками. Приехал на склад и обнаружил, что их там нет. Кто-то забрал их. Когда? Кто? Водитель не знает, но он уверен в одном. В тех коробках были документы из кабинета премьер-министра. Те самые документы, которые Танаев так спешно эвакуировал в последний день перед революцией. Теперь давайте попробуем реконструировать цепочку событий. 24 марта около 4 часов дня Танаев вывозит из Белого дома 3 черных портфеля. Судя по весу, в них находятся либо очень толстые папки с документами, либо что-то еще более тяжелое, возможно, жесткие диски, флешки, может быть, даже деньги или ценности. Танаев везет эти портфели в неизвестное место. Там он перекладывает содержимое в картонные коробки, возможно, чтобы сделать груз менее заметным. На следующий день коробки доставляются на склад. Но уже через несколько дней, а может быть даже в тот же день, кто-то забирает их оттуда. Кто этот человек? Сам Танаев? Или кто-то из его доверенных лиц? А может быть, это был представитель семьи Акаева, который действовал по указанию бывшего президента? Или, что еще более интригующее, это был агент новой власти, который отслеживал действия Танаева и прихватил документы. Каждая из этих версий имеет право на существование, и каждая из них ведет к разным выводам о том, что случилось с черной кассой и ее секретами. Есть еще одна зацепка, о которой почти никто не знает. В архивах Службы национальной безопасности Кыргызстана хранится любопытный документ. Это отчет оперативной группы, которая в апреле 2005 года проводила обыск на одной из частных дач в пригороде Бишкека. Дача принадлежала родственнику Николая Танаева, его двоюродному брату, мелкому предпринимателю. Формально обыск проводился в рамках расследования коррупции в правительстве Акаева. Но в отчете есть странная деталь. Оперативники обнаружили в подвале дачи следы недавнего пожара. Кто-то сжег там бумаги. Много бумаг. Пепел был еще теплым, когда следователи прибыли на место. Экспертиза показала, что сожжены были документы на высококачественной бумаге, какую используют для печати официальных государственных бумаг. Среди пепла нашли несколько уцелевших фрагментов. На одном из них можно было разобрать часть печати — герб Кыргызстана и слова «Совет министров». На другом фрагменте сохранилась дата — февраль 2005 года и несколько цифр, похожих на номер банковского счета. Это все, что осталось. Остальное превратилось в пепел. Кто сжег эти документы? Сам Танаев? Его родственник по его указанию? Или кто-то другой, кто хотел уничтожить улики? И самое главное, что именно было в тех бумагах? Может быть, это были копии документов из черной кассы? Или это были совсем другие материалы, не менее компрометирующие? Двоюродный брат Танаева, которого допрашивали после обыска, утверждал, что ничего не знает о сожженных документах. Говорил, что не был на даче уже несколько недель, что кто-то мог проникнуть туда без его ведома. Следователи ему не поверили, но доказать его причастность не смогли. Дело закрыли за недостаточностью улик. Но через год этот человек внезапно разбогател. Открыл несколько успешных бизнесов, купил дорогую недвижимость, начал ездить на машинах премиум-класса. Откуда у него появились деньги? Официально от успешных инвестиций. Но те, кто знает его лично, говорят, что он никогда не был талантливым бизнесменом. Всю жизнь еле сводил концы с концами. И вдруг после революции, после того обыска на даче, после тех сожженных документов — внезапное богатство. Совпадение? Или плата за молчание? А может быть, награда за выполненное поручение — уничтожить улики, которые могли бы погубить не только Танаева, но и многих других влиятельных людей. Теперь давайте поговорим о человеке, который находился рядом с Танаевым все эти годы и знал, возможно, даже больше, чем сам премьер-министр. Это Эрлан Касымов, личный помощник Танаева. Человек-тень, который всегда был на шаг позади своего шефа, который присутствовал на всех важных встречах, который имел доступ ко всем документам. Именно Касымов был одним из троих, кто вывозил черные портфели из Белого дома 24 марта. Именно он знал, что находилось в этих портфелях. И именно он исчез сразу после революции, так же бесследно, как и сам Танаев. Но в отличие от премьер-министра, которого нашли через неделю в Аше, Касымова не нашли до сих пор. Он словно растворился в воздухе.
Родственники утверждают, что не знают, где он находится. Друзья говорят, что потеряли с ним связь еще в марте 2005 года. Официально он числится в розыске, но поиски не дают результатов. Есть версия, что Касымов уехал за границу. Возможно, в Россию, возможно, в одну из стран Европы. Есть и более мрачная версия, о которой шепчется в кулуарах. Но никто не решается озвучить публично. Согласно этой версии, Касымов знал слишком много, и кто-то решил, что мертвый свидетель надежнее живого. Но если это правда, то кто отдал приказ? Танаев, который хотел обезопасить себя? Семья Акаева, которая боялась, что помощник заговорит? Или новая власть, которая не хотела, чтобы всплыли неудобные факты? Есть одно свидетельство, которое может пролить свет на судьбу Эрлана Касымова. В 2010 году, через 5 лет после революции, в одной из больниц Москвы умер мужчина, который был доставлен туда с тяжелой формой пневмонии. Документы у него были на имя гражданина Узбекистана, но врачи, которые его лечили, утверждают, что он говорил с кыргызским акцентом. Перед смертью, в бреду, он произносил какие-то бессвязные фразы. Медсестра, которая дежурила в ту ночь, запомнила несколько слов. «Портфели», «Танаев», «Они найдут». Когда этот человек умер, его тело забрали родственники. По крайней мере, так утверждали люди, которые приехали в больницу. Они предъявили документы, подтверждающие родство, и увезли покойного для захоронения. Больше никто его не видел. Никаких записей о захоронении не сохранилось. Был ли этот человек Эрланом Касымовым? Или это просто совпадение, игра больного воображения? Мы не знаем. Но если это действительно был он, то его последние слова обретают зловещий смысл. «Они найдут». Что именно? Портфели? Документы? Или что-то еще более важное? Давайте теперь попробуем понять мотивы Николая Танаева. Зачем он вывозил те документы? Что он собирался с ними делать? Была ли это попытка защитить семью Акаева? Или наоборот, он хотел использовать эти материалы против своих бывших хозяев? А может быть, у него был совсем другой план? План, который мы до сих пор не можем разгадать. Один из бывших коллег Танаева по правительству высказал интересную мысль. Он сказал, «Николай был очень умным человеком. Он всегда думал на несколько шагов вперед. Я уверен, что когда он вывозил те документы, у него уже был четкий план, что с ними делать. Он не действовал импульсивно. Каждое его решение было просчитано. И если он решил сохранить эти бумаги, значит, они были ему нужны для чего-то очень важного. Может быть, для того, чтобы обезопасить себя. Может быть, для того, чтобы иметь козырь в переговорах с новой властью. А может быть, для чего-то совсем другого, о чем мы даже не догадываемся. Эта версия кажется наиболее правдоподобной. Танаев действительно был человеком, который никогда не делал ничего без расчёта. И если он рисковал своей свободой, а может быть и жизнью, вывозя те портфели, значит, ставки были очень высоки. Существует еще одна деталь, которая может помочь понять мотивы Танаева. За несколько месяцев до революции он начал переводить свои личные сбережения на счета в зарубежных банках. Суммы были небольшими, по несколько тысяч долларов за раз, чтобы не привлекать внимания. Но в общей сложности за период с ноября 2004 по февраль 2005 года он вывел за границу около 300 тысяч долларов. Откуда у государственного служащего такие деньги? Официальная зарплата премьер-министра составляла около 2000 долларов в месяц. Даже если предположить, что Танаев копил всю свою зарплату в течение многих лет, он не мог накопить такую сумму. Значит, у него были другие источники дохода. Какие? Взятки? Откаты от сделок? Или, может быть, это была его доля от черной кассы? Плата за молчание и верность? Мы не знаем точно. Но факт остается фактом. Танаев готовился к худшему. Он создавал себе финансовую подушку безопасности на случай, если придется бежать из страны. Он обеспечивал себе возможность жить за границей, если в Кыргызстане станет слишком опасно. Это говорит о том, что он предвидел революцию.
Знал, что режим Акаева доживает последние месяцы и готовился к тому, что ему придется спасать не только документы, но и самого себя. Но самый интригующий вопрос остается без ответа. Где сейчас те документы? Существуют ли они до сих пор? Или они были уничтожены, сожжены, как те бумаги на даче двоюродного брата Танаева? Некоторые исследователи считают, что документы сохранились, что они находятся в надежном месте, возможно, в банковской ячейке в одной из европейских стран, возможно, у доверенного лица, которое получило указание хранить их до определенного момента. Согласно этой версии, Танаев создал своего рода капсулу времени, архив, который должен быть вскрыт только при определенных условиях. Может быть, после смерти всех участников тех событий, может быть, когда истечет срок давности по возможным преступлениям. А может быть, когда кто-то из наследников Танаева решит, что пришло время раскрыть правду. Если эта версия верна, то мы можем однажды узнать всю правду о черной кассе, о коррупции в правительстве Акаева, о том, куда делись миллиарды долларов, которые должны были пойти на развитие страны, но осели на счетах узкого круга людей. Но когда это произойдет? Через год? Через 10 лет? Через поколение? Или эти секреты так и останутся похороненными навсегда, вместе с теми, кто их хранил? Ghiangete vela ultimulum, în care aveți încredere deplină. Acum imaginați-vă că această persoană vă trădează în cea mai neagră zi din viața voastră. Așa s-a întâmplat cu Tanaev. Un om din cercul său intim l-a vânând armatei. Foștele cadre ale securității cunosc această poveste. Ele au păstrat tăcerea 35 ani. Astăzi, pentru prima dată, vor spune adevărul despre cea mai mare trădare din istoria României moderne. Представьте себе человека, который каждое утро просыпается с мыслью о том, что сегодня может стать его последним днем на свободе. Человека, который знает слишком много и понимает, что это знание превратилось из привилегии в проклятие. Именно так жил Николай Танаев в последние месяцы перед революцией. Его личный врач, который согласился дать показания только спустя 15 лет после тех событий, рассказывает поразительные вещи. С января 2005 года премьер-министр начал жаловаться на постоянные головные боли, бессонницу, приступы тревоги. Врач выписывал ему сильные успокоительные, но Танаев отказывался их принимать, говоря, что должен сохранять ясность ума. Простите, я вижу, что в начале моего ответа произошла ошибка. Текст начался на румынском языке вместо русского. Позвольте мне начать заново с правильного языка. Представьте себе человека, который каждое утро просыпается с мыслью о том, что сегодня может стать его последним днем на свободе. Человека, который знает слишком много и понимает, что это знание превратилось из привилегии в проклятие. Именно так жил Николай Танаев в последние месяцы перед революцией. И именно так он продолжал жить все годы после неё. Его личный врач, который согласился дать показания только спустя 15 лет после тех событий, рассказывает поразительные вещи о том, как премьер-министр буквально разрушался на глазах под тяжестью секретов, которые он нёс. С января 2005 года Танаев начал жаловаться на постоянные головные боли, бессонницу, приступы тревоги, которые накатывали волнами, особенно по ночам, когда он оставался один на один со своими мыслями. Врач выписывал ему сильные успокоительные, но Танаев категорически отказывался их принимать, говоря, что должен сохранять абсолютную ясность ума, потому что любая ошибка, любой неверный шаг могут стоить ему всего. В феврале у него начались серьезные проблемы с сердцем, тахикардия, резкие скачки давления, острые боли в груди, которые заставляли его хвататься за стол и замирать на несколько минут, пока приступ не отпустит. Кардиолог настаивал на немедленной госпитализации и полном обследовании, но премьер-министр категорически отказывался ложиться в больницу. И когда врач спросил, почему, Танаев ответил фразой, которая врезалась в память. «В больнице я буду беззащитен, доктор. Там я не смогу контролировать, кто входит в мою палату, что мне вводят, какие вопросы мне задают. Я должен оставаться на ногах, что бы это ни стоило». Врач вспоминает один особенно тревожный разговор, который произошел в начале марта, ровно за 3 недели до революции, когда Танаев сидел в своем кабинете, держась за грудь обеими руками, и его лицо было серым, словно пепел. Премьер-министр вдруг произнес:
глядя в окно на заснеженные вершины Алато. «Доктор, а вы знаете, что самое страшное для человека в моем положении? Не смерть. История заканчивается для всех одинаково, это неизбежно. Страшно другое. Не успеть сделать то, что должен. Не успеть расставить все по своим местам. Страшно, что твои секреты переживут тебя и будут использованы против тех, кого ты пытался защитить. Или наоборот, исчезнут вместе с тобой и правда никогда не всплывет». Врач не понял тогда, о чем именно говорит его пациент. Какую правду он имеет в виду? Каких людей пытается защитить? Но теперь, спустя годы, когда все детали мозаики начинают складываться в единую картину, эти слова обретают зловещий, почти пророческий смысл. Танаев знал, что его здоровье на пределе, что организм подтачивается не столько возрастом, сколько чудовищным стрессом последних лет, когда каждый день приходилось балансировать на грани, зная, что одно неверное слово, один неосторожный жест могут обрушить всю систему. И он понимал, что если его сердце не выдержит, и он уйдет внезапно, все секреты, которые он так тщательно хранил, могут попасть не в те руки. В руки тех, кто использует их не для защиты, а для разрушения. Не для справедливости, а для мести. Именно поэтому он так спешил в те последние недели перед революцией. Именно поэтому работал по ночам до изнеможения, вывозил документы, создавал тайники, распределял информацию по разным каналам. Он готовился к тому, что может не пережить надвигающуюся бурю, и хотел убедиться, что даже после его ухода информация останется под контролем. Его контролем или контролем тех немногих людей, кому он доверял безоговорочно. Но кому именно он доверял в те критические дни? Кто были эти люди, которым премьер-министр готов был передать ключи от самых опасных секретов государства? И что случилось с его здоровьем после тех драматических событий 24 марта, когда адреналин схлынул, и организм начал требовать расплаты за все перегрузки? Медицинские записи Николая Танаева за период с апреля 2005 по 2021 год представляют собой настоящую загадку. Лабиринт противоречий и несоответствий, который заставляет задуматься, а не вел ли бывший премьер-министр двойную жизнь даже в вопросах здоровья. Официально он наблюдался у нескольких врачей в Бишкеке, регулярно проходил обследования, получал назначенное лечение, и его медицинская карта выглядела вполне обычной для человека его возраста с типичными проблемами сердечно-сосудистой системы. Но если внимательно изучить эти документы, сопоставить даты, проверить детали, обнаруживаются странные, необъяснимые несоответствия, которые не могут быть простой ошибкой или случайностью. Например, в мае 2005 года, ровно через месяц после революции, когда страна еще не оправилась от шока, Танаев якобы проходил плановое обследование в одной из частных клиник Бишкека. Так записано в его медицинской карте. Стоит печать клиники, подпись врача, все выглядит абсолютно официально. Но охранник той клиники, который работал там уже 20 лет и знал в лицо всех постоянных пациентов, категорически утверждает, что никогда не видел бывшего премьер-министра в здании, что Танаев ни разу не проходил через турникет, не регистрировался на ресепшене, не поднимался на лифте к кабинетам врачей. Более того, в тот конкретный день, когда по документам Танаев должен был находиться на приеме у кардиолога с 9 до 11 утра, его видели совсем в другом месте — в аэропорту Манас, где он садился на рейс в Стамбул. Причем свидетели утверждают, что он был не один, а в сопровождении двух мужчин, которые вели себя как охранники или телохранители. Куда он летал в тот день? Зачем ему понадобилось срочно покинуть страну именно тогда, когда новая власть только начинала расследование коррупции в правительстве Акаева? И самое главное, почему в его медицинской карте появилась запись о визите, которого физически не могло быть? Кто фабриковал эти документы? И с какой целью? Еще более странная и тревожная история произошла в 2008 году, через 3 года после революции, когда, казалось бы, страсти уже улеглись, и Танаев мог жить спокойно. По официальным медицинским данным, он лег на плановую операцию в одну из самых престижных частных клиник Алматы, специализирующуюся на кардиохирургии. Операция, согласно документам, прошла успешно, без осложнений,
Пациент находился в стационаре 7 дней, получал послеоперационный уход, а затем был выписан с рекомендациями для дальнейшего амбулаторного наблюдения. Все выглядело абсолютно стандартно и правдоподобно. Но когда журналисты, расследующие финансовые махинации эпохи Акаева, попытались получить подтверждение этой информации непосредственно в клинике, чтобы выяснить, кто оплачивал дорогостоящее лечение бывшего премьер-министра, им сообщили нечто шокирующее. Никакого пациента с именем Николай Танаев в их электронной базе данных не существует и никогда не существовало. Администрация клиники категорически, даже с некоторой агрессией, отрицала, что Танаев когда-либо находился у них на лечении, проходил какие-либо процедуры или вообще переступал порог их заведения. Кто-то определенно лжет, и масштаб этой лжи поражает. Либо сам Танаев создавал фальшивые медицинские записи, чтобы скрыть свои реальные перемещения и создать алиби, на случай, если кто-то начнет отслеживать его маршруты, либо кто-то другой, обладающий серьезными ресурсами и связями, фабриковал документы, чтобы создать видимость, что бывший премьер-министр находится под постоянным медицинским наблюдением, что его здоровье под контролем, что он никуда не исчезает и не занимается ничем подозрительным. Но зачем нужна такая сложная игра? Какую цель преследовал Танаев или те, кто стоял за этими фальсификациями? И не связано ли все это с теми самыми черными портфелями, которые он вывез из Белого дома в последний день перед революцией? Существует свидетельство, которое может пролить свет на эту медицинскую загадку и объяснить, почему Танаев так тщательно скрывал правду о своем здоровье и перемещениях. В 2019 году, всего за 2 года до того, как его история оборвалась, Николай Танаев встретился со своим старым другом, бывшим коллегой по правительству, человеком, с которым они вместе начинали карьеру еще в 90-е годы. Встреча была абсолютно случайной, незапланированной. Оба просто оказались в одном ресторане в центре Бишкека. Танаев ужинал в дальнем углу зала, явно не желая привлекать к себе внимание. А друг зашел с деловыми партнерами и случайно заметил знакомый силуэт. Друг вспоминает, что когда он подошел поздороваться, то едва узнал Танаева. Настолько тот изменился за те годы, что они не виделись. Бывший премьер-министр выглядел намного старше своих 68 лет, словно прожил не одну, а 2 жизни. Волосы стали совершенно седыми, почти белыми, глубокие морщины изрезали лицо, особенно вокруг глаз и рта. Спина сутулая, плечи опущенные, словно он нёс на них невидимый, но чудовищно тяжелый груз. Но самое поразительное, что бросилось в глаза другу, — это руки Танаева. Они постоянно, непрерывно дрожали, причем это была не старческая дрожь, а какое-то нервное, судорожное подергивание, словно по телу постоянно проходили электрические разряды. Когда друг осторожно спросил о здоровье, стараясь не быть слишком навязчивым, Танаев усмехнулся, горькой, почти циничной усмешкой, и сказал фразу, которая врезалась в память. «Знаешь, что делает с человеком груз секретов, которые ты несешь годами, десятилетиями? Он разрушает тебя изнутри, медленно, методично, как ржавчина разъедает металл. Каждое утро ты просыпаешься, и первая мысль — а вдруг сегодня кто-то придет и потребует ответов на вопросы, которые ты не можешь задавать? А вдруг сегодня всплывет документ, который ты считал уничтоженным навсегда, сожженным дотла? А вдруг кто-то из тех немногих, кто знает правду, решит наконец заговорить, сломается под давлением или просто устанет молчать? Это хуже любой физической болезни, хуже рака, хуже инфаркта. Это медленная пытка, которая не прекращается ни на минуту. Даже во сне тебя преследует кошмар. Друг попытался перевести разговор на другую, более легкую тему. Предложил вспомнить старые добрые времена, когда они оба были молоды и полны надежд. Но Танаев словно не слышал его, продолжал говорить, и в его голосе звучала какая-то отчаянная потребность выговориться, хотя бы намеками, хотя бы полунамеками. Я иногда думаю, особенно по ночам, когда не могу уснуть, что было бы, если бы я тогда, в марте 2005-го, поступил совершенно иначе? Если бы не вывез те документы из Белого дома, не создавал тайники, не распределял информацию по разным каналам. Если бы просто оставил все как есть и позволил новой власти найти все самим, разобраться во всем без моего участия. Может быть, тогда я спал бы спокойно,
без кошмаров и пробуждений в холодном поту. Может быть, мое сердце не колотилось бы как бешеное каждый раз, когда звонит телефон или стучат в дверь. Но я сделал выбор, принял решение, и теперь живу с последствиями этого выбора каждый день, каждый час. Это был последний раз, когда друг видел Николая Танаева живым. Последний разговор, последняя встреча. Через 2 года, в 2021 году, бывший премьер-министр скончался от обширного инфаркта миокарда. Так записано в официальном свидетельстве о смерти. Причина — острая сердечная недостаточность, что вполне типично для человека его возраста с историей кардиологических проблем. Но те, кто знал Танаева в последние годы его жизни, кто видел, как он живет, как мучается, как борется с невидимыми демонами прошлого, говорят совсем другое. Они утверждают, что он ушел не от болезни сердца в медицинском смысле этого слова. Он ушел от того, что больше не мог физически нести бремя своих секретов, что груз стал непосильным, что организм просто сдался под тяжестью того, что знал этот человек, и что он не мог, не имел права рассказать никому. Но давайте вернемся к главному вопросу, который мучает всех, кто пытается разгадать эту историю. Что же на самом деле находилось в тех черных портфелях, которые Танаев так спешно вывез из Белого дома 24 марта 2005 года? Куда они делись после того, как премьер-министр исчез на неделю? И существуют ли эти документы до сих пор, спрятанные где-то в надежном месте, ожидающие своего часа? Один из водителей, который работал в службе безопасности премьер-министра и был одним из немногих людей, допущенных в самый узкий круг доверия, рассказывает историю, которая может дать ключ к разгадке, хотя и порождает еще больше вопросов. Поздним вечером 24 марта, уже после того, как Танаев покинул осажденный Белый дом и скрылся в неизвестном направлении, этот водитель получил странный, совершенно неожиданный звонок на личный мобильный телефон. Звонил сам премьер-министр, хотя обычно он никогда, ни при каких обстоятельствах не связывался с рядовыми сотрудниками напрямую. Для этого существовала целая иерархия помощников и секретарей. Танаев говорил быстро, нервно, захлебываясь словами. Его голос дрожал от напряжения и усталости. «Слушай меня очень внимательно и не задавай вопросов. Завтра утром, ровно в 7 часов, ты поедешь по адресу, который я тебе сейчас продиктую. Запиши и сразу же сотри из памяти телефона. Там будет человек. Он не назовет своего имени. Просто передаст тебе 3 картонные коробки. Ты не будешь спрашивать, что внутри, не будешь пытаться заглянуть, не будешь ни с кем обсуждать эту поездку. Ты просто отвезешь эти коробки на склад номер 7 в промышленной зоне на окраине города, оставишь их там в дальнем углу, за старыми стеллажами, и уедешь. Через неделю тебе позвонят и скажут, что делать дальше. Ты понял? Повтори, что ты должен сделать». Водитель, ошеломленный и напуганный, повторил инструкции слово в слово, а Танаев, не попрощавшись, просто отключился. На следующее утро водитель в точности выполнил указания, хотя руки тряслись от волнения, а в голове роились тысячи вопросов. Он приехал по указанному адресу. Это оказался небольшой частный дом на самой окраине Бишкека, в районе, где дома стоят далеко друг от друга, и соседи не особо интересуются чужими делами. Его встретил мужчина средних лет, одетый в темную куртку и бейсболку, надвинутую на глаза, который молча, не произнося ни слова, вынес из дома 3 картонные коробки среднего размера, заклеенные широким коричневым скотчем. Коробки были на удивление тяжелыми. Водитель почувствовал это, когда поднимал их, чтобы погрузить в багажник машины. Не просто тяжелыми, а именно что неожиданно тяжелыми для своего размера. Словно внутри находилось что-то очень плотное, компактное. Он отрёс коробки на указанный склад, оставил их там, как было велено, в дальнем темном углу за ржавыми стеллажами, где их не было видно с входа, и уехал, стараясь не думать о том, что только что сделал. Но обещанного звонка через неделю не последовало. Не последовало его и через 2 недели, и через месяц, и через полгода. Водитель несколько раз пытался связаться с Танаевым, набирал тот номер, с которого звонил премьер-министр, но телефон был отключен или не отвечал. Тогда, движимый любопытством и растущей тревогой, водитель решил сам проверить, что стало с теми коробками, которые он оставил на складе. Он приехал туда примерно через 2 месяца после той первой поездки и обнаружил, что коробок там больше нет. Их место за стеллажами было пустым. Только пыль на полу показывала, что там действительно что-то стояло. Кто забрал их?
Когда именно это произошло? Как этот человек узнал, где искать? Водитель не знает ответов на эти вопросы и по сей день. Но он абсолютно уверен в одном. В тех коробках находились документы из личного кабинета премьер-министра. Те самые секретные материалы, которые Танаев так спешно эвакуировал в последние часы перед штурмом Белого дома. И кто-то, обладающий точной информацией, забрал их оттуда, чтобы спрятать еще надежнее, или, возможно, чтобы использовать в своих целях. Теперь давайте попробуем реконструировать всю цепочку событий, соединить все разрозненные фрагменты в единую картину, хотя многие детали по-прежнему остаются в тени. 24 марта 2005 года, около 4 часов дня, когда на площади Алатоо уже бушует многотысячная толпа, а милиция теряет контроль над ситуацией, Николай Танаев вывозит из осажденного Белого дома 3 массивных черных портфеля дипломатического формата. Судя по тому, как он и двое его спутников несли эти портфели, двумя руками, слегка наклонившись вперед от тяжести, внутри находилось что-то очень весомое. Это могли быть толстые папки с документами, распечатанные на плотной бумаге, которую используют для важных государственных бумаг. Это могли быть жесткие диски от компьютеров, флешки, CD-диски с электронными архивами. Цифровые носители информации весят немного, но если их много, вес становится ощутимым. А может быть, там были деньги, пачки долларов или евро, которые Танаев держал в сейфе на черный день, или ценные бумаги, сертификаты на владение акциями компаний, банковские документы. Мы можем только строить предположения, основываясь на косвенных уликах. Танаев везет эти портфели в неизвестное место, возможно, на одну из конспиративных квартир, которые служба безопасности держала для экстренных случаев. Возможно, кому-то из доверенных людей. Там, в спокойной обстановке, он перекладывает содержимое портфелей в обычные картонные коробки. Возможно, чтобы сделать груз менее заметным, менее подозрительным. Ведь человек с дипломатическим портфелем привлекает внимание, а человек с обычной коробкой выглядит как грузчик или курьер. На следующий день, 25 марта, когда революция уже свершилась, когда Акаев бежал из страны, а новая власть начинает инвентаризацию того, что осталось в правительственных зданиях, коробки тайно доставляются на склад в промышленной зоне. Но уже через несколько дней, а может быть даже в тот же день или на следующий, кто-то забирает их оттуда, используя точную информацию о местонахождении. Кто этот человек? Сам Танаев, который вернулся за своим грузом, когда убедился, что за ним не следят? Или кто-то из его доверенных лиц, получивший инструкции заранее? А может быть, это был представитель семьи Акаева, который действовал по указанию бывшего президента, уже находящегося в изгнании? Или, что еще более интригующе и тревожно, это был агент новой власти или спецслужб, который отслеживал действия Танаева с самого начала и перехватил документы, чтобы использовать их в своих целях? Каждая из этих версий имеет право на существование. Каждая подтверждается какими-то косвенными уликами. И каждая из них ведет к совершенно разным выводам о том, что случилось с черной кассой и ее секретами. Куда делись миллиарды долларов, которые должны были служить развитию страны, но осели на счетах узкого круга людей? Есть еще одна зацепка, о которой почти никто не знает, потому что информация эта засекречена и хранится в архивах Службы национальной безопасности Кыргызстана под грифом «Совершенно секретно». Это внутренний отчет оперативной группы, которая в апреле 2005 года, через несколько недель после революции, проводила обыск на одной из частных дач в живописном пригороде Бишкека, в предгорьях Алатоо. Дача принадлежала родственнику Николая Танаева, его двоюродному брату, человеку, который всю жизнь занимался мелким бизнесом, торговал стройматериалами, никогда не был замечен в политике и, казалось бы, не имел никакого отношения к высоким государственным делам. Формально обыск проводился в рамках масштабного расследования коррупции в правительстве Акаева. Следователи проверяли всех родственников высокопоставленных чиновников, пытаясь найти следы незаконно нажитого имущества или спрятанных денег. Но в отчете оперативников есть странная, тревожная деталь, которая выбивается из общей картины рутинного обыска. Когда следователи спустились в подвал дачи, они обнаружили там явные следы недавнего пожара. Небольшого, не разрушительного, а именно что контролируемого, целенаправленного сжигания чего-то.
Кто-то сжег там бумаги, причем очень много бумаг, судя по количеству пепла, который лежал толстым слоем в металлическом баке, стоявшем посреди подвала. Пепел был еще теплым, почти горячим, когда следователи прибыли на место. Что означало, сжигание произошло совсем недавно, возможно, всего несколько часов назад. Возможно, кто-то узнал о предстоящем обыске и поспешил уничтожить улики. Криминалистическая экспертиза, проведенная на месте, показала, что сожжены были документы, напечатанные на высококачественной плотной бумаге, какую используют исключительно для печати официальных государственных документов, правительственных постановлений, секретных докладов. Среди пепла, который эксперты тщательно просеивали в поисках хоть каких-то зацепок, нашли несколько чудом уцелевших фрагментов размером с почтовую марку. На одном из них можно было разобрать часть официальной печати, стилизованное изображение герба Кыргызстана и слова «Совет министров Кыргызской республики». На другом фрагменте сохранилась дата — февраль 2005 года, то есть всего за месяц до революции, и несколько цифр, которые эксперты идентифицировали как возможный номер банковского счета в международном формате IBAN. Это все, что осталось от тех документов. Все остальное превратилось в пепел, в серую пыль, которую невозможно восстановить никакими техническими средствами. Кто сжег эти бумаги? Сам Танаев, который приехал на дачу брата и лично уничтожил компрометирующие материалы? Его родственник, действовавший по его указанию, возможно, даже не зная точно, что именно он сжигает? Или кто-то совсем другой, кто хотел стереть следы, ведущие к черной кассе и ее тайным операциям? И самое главное, что именно было написано в тех документах, которые кто-то счёл настолько опасными, что их необходимо было уничтожить полностью, не оставив ни единого читаемого слова. Может быть, это были копии тех самых бумаг из портфелей, которые Танаев вывез из Белого дома, или это были совсем другие материалы. Параллельный архив, дублирующий самую секретную информацию, на случай, если основной тайник будет обнаружен. Двоюродный брат Танаева, которого допрашивали сразу после обыска в течение нескольких часов, пытаясь выбить из него признание или хотя бы какую-то полезную информацию, категорически утверждал, что ничего не знает о сожженных документах, что понятия не имеет, откуда они взялись в подвале его дачи. Он говорил, что не был на даче уже несколько недель, что зимой туда вообще редко ездит, что кто-то мог проникнуть туда без его ведома, ведь замок на воротах старый, его легко взломать. Следователи ему не поверили. Слишком уж удобной казалась эта версия. Слишком много совпадений. Но доказать его причастность к уничтожению документов они не смогли. Не было прямых улик, не было свидетелей, не было признания. Дело закрыли за недостаточностью доказательной базы, а брата Танаева отпустили с предупреждением, что за ним будут наблюдать. Но вот что интересно и что заставляет задуматься. Ровно через год после того обыска, в 2006 году, этот человек, который всю жизнь еле сводил концы с концами, торгуя цементом и кирпичами на мелкооптовом рынке, внезапно, буквально за несколько месяцев, разбогател. Он открыл сразу несколько успешных бизнесов. Строительную компанию, которая получила крупные государственные контракты, сеть магазинов стройматериалов, логистическую фирму, купил дорогую недвижимость в центре Бишкека, приобрел загородный особняк с бассейном и теннисным кортом, начал ездить на машинах премиум-класса немецкого производства. Откуда у него появились такие деньги, причем сразу, одномоментно? Официальная версия — успешные инвестиции, удачные сделки, деловая хватка. Но те, кто знает его лично, кто работал с ним в 90-е и начале 2000-х, категорически утверждает, что он никогда не был талантливым бизнесменом, никогда не демонстрировал особой предприимчивости или коммерческой жилки. Всю жизнь он был середнячком, человеком, который работает много, но зарабатывает мало, который никогда не рисковал, не делал смелых ходов, не строил амбициозных планов. И вдруг, после революции, после того обыска на даче, после тех сожженных документов, внезапное, необъяснимое богатство. Это просто удивительное совпадение? Или это плата за молчание, за то, что он не рассказал следователям то, что знал? А может быть, это награда за выполненное поручение?
За то, что он уничтожил улики, которые могли бы погубить не только Танаева, но и многих других влиятельных людей, чьи имена до сих пор остаются в тени. Теперь давайте поговорим о человеке, который находился рядом с Танаевым все эти годы, который был его правой рукой, его доверенным лицом, его тенью, и который знал, возможно, даже больше, чем сам премьер-министр, потому что именно через его руки проходили все документы, все приказы, все секретные распоряжения. Это Эрлан Касымов, личный помощник Танаева. Человек, который 8 лет работал бок о бок с премьер-министром и за это время стал не просто сотрудником, а практически членом семьи. Человеком, которому доверяли то, что не доверили бы никому другому. Касымов всегда был на шаг позади своего шефа, всегда присутствовал на всех важных встречах, всегда имел доступ ко всем документам, включая те, что хранились в личных сейфах Танаева. Именно Касымов был одним из троих, кто вывозил те черные портфели из Белого дома 24 марта. Именно он нес один из них, чувствуя его тяжесть, зная, что внутри находится информация, способная перевернуть всю страну. Именно он знал, что находилось в этих портфелях, куда их везли, где спрятали. И именно он исчез сразу после революции так же бесследно, так же загадочно, как и сам Танаев. Только в отличие от премьер-министра, которого нашли через неделю в гостинице Воше, Касымова не нашли до сих пор, спустя почти 20 лет. Он словно растворился в воздухе, испарился, перестал существовать. Родственники, к которым приходили следователи с вопросами, утверждают, что не знают, где он находится, что потеряли с ним связь еще в марте 2005 года, и с тех пор ничего о нем не слышали. Друзья говорят то же самое. Последний раз видели его накануне революции. А потом он пропал, не ответил ни на один звонок, не вышел на контакт. Официально он числится в розыске как важный свидетель по делу о коррупции в правительстве Акаева. Но все поиски, все оперативные мероприятия не дают никаких результатов. Есть версия, которую обсуждают в узких кругах, что Касымов уехал за границу сразу после революции, возможно, в Россию, где у него были какие-то связи. Возможно, в одну из стран Европы, где легче затеряться среди миллионов мигрантов. Есть и более мрачная, зловещая версия, о которой шепчутся в кулуарах, но никто не решается озвучить публично, потому что это уже не просто политический скандал, а настоящее преступление. Согласно этой версии, Касымов знал слишком много, был слишком опасным свидетелем, и кто-то решил, что мертвый свидетель гораздо надежнее живого, что молчание мертвых абсолютно, в отличие от молчания живых, которые всегда могут передумать, сломаться, заговорить. Но если эта страшная версия правда, если с Касымовым действительно что-то случилось, то кто отдал приказ? Танаев, который хотел обезопасить себя, устранив единственного человека, знавшего все его секреты? Семья Акаева, которая боялась, что помощник заговорит под давлением следствия и выдаст все тайные счета, все офшорные компании? Или новая власть, которая не хотела, чтобы всплыли неудобные факты, компрометирующие не только старый режим, но и тех, кто пришел ему на смену? Есть одно свидетельство, единственное и непроверенное, которое может пролить свет на судьбу Эрлана Касымова, хотя и порождает еще больше вопросов. В 2010 году, ровно через 5 лет после революции, в одной из крупных многопрофильных больниц Москвы в отделении интенсивной терапии скончался мужчина, который был доставлен туда машиной скорой помощи с тяжелой запущенной формой двусторонней пневмонии. Документы, которые он предъявил при поступлении, были оформлены на имя гражданина Узбекистана, некоего Рустама Ахмедова. Но врачи, которые его лечили и общались с ним в те короткие периоды, когда он приходил в сознание, утверждают, что он говорил с явным кыргызским акцентом, использовал характерные для Кыргызстана выражения и обороты речи. Перед тем, как его история оборвалась, в последнюю ночь, когда температура поднялась до критических значений, и он находился в бреду, метался на больничной койке, этот человек произносил какие-то бессвязные, обрывочные фразы, которые медсестра, дежурившая в ту ночь, запомнила, потому что они показались ей странными, тревожными. Она запомнила несколько слов, которые он повторял снова и снова. «Портфели», «Танаев», «Они найдут», «Нельзя говорить», «Слишком поздно». Когда этот человек ушел, его тело забрали из больницы люди, которые представились родственниками. Двое мужчин средних лет, одетых в темные костюмы, говорившие по-русски без акцента.
Они предъявили документы, подтверждающие родство, заполнили все необходимые бумаги и увезли покойного якобы для захоронения на родине. Больше никто его не видел. Никаких записей о захоронении ни в Москве, ни в Узбекистане, ни в Кыргызстане не сохранилось. Или не было сделано вообще. Был ли этот загадочный человек, умерший в московской больнице под чужим именем Эрланом Касымовым? Или это просто трагическое совпадение, игра случая, больное воображение тех, кто ищет заговоры там, где их нет? Мы не знаем. И, возможно, никогда не узнаем точно. Но если это действительно был он, если личный помощник Танаева провел последние 5 лет своей жизни в бегах, скрываясь под чужим именем, умирая в одиночестве в чужой стране, то его последние слова, произнесенные в бреду, обретают зловещий, почти пророческий смысл. Они найдут. Что именно? Те самые портфели с документами? Тайники, где спрятана информация о черной кассе? Или что-то еще более важное, о чем мы даже не догадываемся? И кто эти «они», которых так боялся умирающий человек? Следователи? Агенты спецслужб? Или те, кто хотел, чтобы секреты остались похороненными навсегда? Представьте себе, что вы один из 12 человек, которые знали абсолютно все о Танаеве. Каждый секретный счет, каждый план эвакуации документов, каждый тайник под Бишкеком, каждую офшорную компанию, через которую проходили миллиарды. Теперь представьте, что вам нужно сделать выбор. Сохранить верность человеку, который доверил вам эти секреты, или спасти собственную жизнь, пока не стало слишком поздно. 22 марта 2005 года, за 2 дня до революции, когда весь Бишкек уже чувствовал, что старый мир рушится, а новый еще не родился, в узком кругу ближайших соратников Танаева произошло нечто, что изменило всю расстановку сил. Один из тех 12, человек, которого премьер-министр считал абсолютно надежным, которому доверял как самому себе, принял решение, последствия которого мы ощущаем до сих пор. Бывший сотрудник службы безопасности правительства, который согласился говорить только на условиях полной анонимности и только спустя 17 лет после тех событий, рассказывает историю, от которой кровь стынет в жилах. В тот вечер, 22 марта, когда на улицах Бишкека уже горели костры и толпы скандировали антиправительственные лозунги, в одном из конспиративных помещений, которое служба безопасности использовала для экстренных совещаний, собрались те самые 12 человек из ближайшего окружения Танаева. Премьер-министр выглядел изможденным. Его лицо было серым от усталости и стресса. Руки дрожали, когда он раскладывал на столе карты эвакуационных маршрутов. Он говорил о том, что нужно действовать быстро, что времени почти не осталось, что через 48 часов, максимум 72, все рухнет окончательно. Он объяснял, кто куда повезет документы, кто будет отвечать за какой тайник, кто останется в Бишкеке для координации, а кто немедленно покинет страну. Все слушали молча, кивали, записывали инструкции. Но один человек, сидевший в дальнем углу комнаты, молчал особенно напряженно. Его звали Бакыт Осмонов. Он был заместителем начальника службы безопасности премьер-министра, человеком, который знал расположение всех тайников, все пароли от сейфов, все контакты доверенных лиц за границей. После совещания, когда все разошлись, Осмонов задержался, сказав, что ему нужно еще раз уточнить детали одного из маршрутов. Танаев остался с ним наедине. И вот тогда, по словам свидетеля, который случайно оказался в соседнем помещении и слышал разговор через тонкую стену, Осмонов произнес фразу, которая перевернула все. «Николай Иванович, я больше не могу. Я не могу рисковать жизнью своей семьи ради секретов, которые все равно рано или поздно всплывут. Новая власть уже знает о нас. Они предложили мне сделку, полный иммунитет и безопасность в обмен на информацию. Я принял их предложение». Танаев, по воспоминаниям свидетеля, не закричал, не бросился на предателя, не попытался его остановить. Он просто сел в кресло, закрыл лицо руками и долго молчал. Потом тихо спросил: «Когда ты им все рассказал?» Осмонов ответил: «Еще ничего не рассказал. Но расскажу завтра утром, если ты не дашь мне причину молчать». Это была попытка шантажа.
Последний шанс для Танаева откупиться, предложить что-то взамен. Но премьер-министр только покачал головой и произнес: «Иди, делай, что считаешь нужным. Но помни, когда ты откроешь рот, ты уничтожишь не только меня. Ты уничтожишь всех нас, включая себя». Осмонов вышел из комнаты, и это была последняя встреча двух людей, которые когда-то доверяли друг другу безоговорочно. Что случилось дальше? Выполнил ли Осмонов свою угрозу? Рассказал ли он новой власти все, что знал? И почему, если он действительно заговорил, расследование коррупции в правительстве Акаева так и не привело к раскрытию всех тайн черной кассы? Судьба Бакыта Осмонова после тех событий окутана тайной не меньшей, чем судьба самого Танаева. Официально он продолжал работать в государственных структурах еще несколько месяцев после революции. Даже получил повышение. Его назначили на одну из руководящих должностей в реформированной службе безопасности. Казалось бы, это подтверждает версию о сделке с новой властью. Он дал им информацию, они дали ему защиту и карьерный рост. Но в августе 2005 года, всего через 5 месяцев после революции, Осмонов внезапно подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. Он уехал из Бишкека, поселился в небольшом городке на юге страны, практически прекратил общение с бывшими коллегами. Те немногие, кто видел его в те годы, говорят, что он выглядел как человек, который живет в постоянном страхе. Он редко выходил из дома, избегал людных мест, несколько раз менял место жительства без видимых причин. В 2011 году, через 6 лет после революции, Бакыт Осмонов погиб в автомобильной катастрофе на горной дороге. Официальная версия — потеря управления на скользком повороте, машина сорвалась в пропасть. Но эксперты, которые изучали обломки автомобиля, обнаружили странные детали. Тормозная система была повреждена таким образом, что это не могло быть результатом аварии. Повреждения появились до падения. Кто-то вмешался в работу тормозов. Это было убийство, замаскированное под несчастный случай. Кто отдал приказ? Те, кому Осмонов рассказал слишком много, и кто решил, что мертвый информатор надежнее живого. Или наоборот, те, кого он предал, и кто, наконец, нашел способ отомстить. Мы не знаем точно, но одно ясно. Круг людей, знавших правду о черной кассе, стремительно сокращался. Один за другим они уходили. Кто-то от болезней, кто-то в результате несчастных случаев, кто-то просто исчезал без следа. И с каждым ушедшим свидетелем правда отдалялась все дальше, погружаясь в непроницаемую тьму забвения. Теперь давайте вернемся к самому Николаю Танаеву и попытаемся понять, как он прожил те 16 лет между революцией и своим уходом в 2021 году. Это были годы, наполненные паранойей, страхом, постоянным ожиданием того, что в любой момент может прийти расплата. Бывший сосед Танаева по дому в Бишкеке, где премьер-министр жил после отставки, рассказывает поразительные детали о том, как изменился этот человек. Если раньше Танаев был воплощением спокойствия и самоконтроля, то в последние годы он превратился в затворника, который боялся собственной тени. Он установил в своей квартире сложную систему видеонаблюдения, несколько раз менял замки на дверях, никогда не открывал, не посмотрев сначала в глазок и не спросив, кто пришел. Сосед вспоминает, как однажды в 2017 году он случайно встретил Танаева в подъезде поздним вечером. Бывший премьер-министр возвращался откуда-то, нес тяжелую сумку, и когда сосед поздоровался, Танаев буквально подпрыгнул от неожиданности, выронил сумку, и из нее высыпались какие-то папки с документами. Он торопливо собрал их, засунул обратно, пробормотал что-то невнятное и быстро скрылся в своей квартире. Сосед успел заметить, что руки у Танаева дрожали так сильно, что он едва мог удержать бумаги. Что это были за документы? Почему он носил их с собой даже спустя 12 лет после революции? Может быть, это были те самые материалы из черной кассы, которые он так и не решился уничтожить, потому что они были его единственной страховкой, единственной гарантией, что его не тронут. Или это были копии, дубликаты, которые он создал на случай, если основной архив будет обнаружен и изъят. Мы можем только догадываться. Но факт остается фактом. Николай Танаев до последних дней своей жизни не мог освободиться от груза прошлого, не мог просто забыть и жить спокойно.
Секреты, которые он хранил, не отпускали его. Преследовали как призраки, не давали покоя ни днем, ни ночью. Существует еще одно свидетельство, которое проливает свет на последние месяцы жизни Танаева и объясняет, почему он так и не смог найти покой. В начале 2021 года, за несколько месяцев до того, как его история оборвалась, к Танаеву пришел человек, который представился журналистом, работающим над документальным расследованием о коррупции в правительстве Акаева. Этот визит стал последней каплей, которая переполнила чашу. Домработница, которая в тот день находилась в квартире и случайно слышала разговор, рассказывает, что журналист задавал очень конкретные, очень точные вопросы. Он спрашивал о черных портфелях, которые вывезли из Белого дома 24 марта. Он называл имена людей из ближайшего окружения Танаева, включая Эрлана Касымова и Бакыта Осмонова. Он упоминал конкретные суммы денег, которые якобы прошли через офшорные счета. Танаев сначала пытался отрицать все, говорил, что это домыслы, что у него нет никакой информации. Но журналист продолжал давить, показывал какие-то документы, фотографии, выписки из банковских счетов. И тогда Танаев сломался. Он закричал, чтобы журналист немедленно убирался, угрожал вызвать милицию, выталкивал его к двери. Когда незваный гость наконец ушел, Танаев рухнул в кресло и долго сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Потом тихо сказал домработнице: «Они никогда не оставят меня в покое. Никогда. Даже если я проживу 100 лет, они будут приходить и задавать вопросы, копать, искать. Потому что они знают, что я знаю правду. И они не успокоятся, пока не получат ее». Домработница спросила, кто эти «они», о ком он говорит. Танаев только покачал головой. Все. Журналисты, следователи, политики, бизнесмены. Все, кому нужна эта информация, чтобы использовать ее в своих целях. Я стал заложником собственных секретов. Через 3 месяца после этого разговора Николай Танаев скончался от обширного инфаркта. Врачи говорят, что это была естественная смерть, результат многолетних проблем с сердцем. Но те, кто знал его в последние годы, уверены, он ушел не от болезни. Он ушел от того, что больше не мог выносить давление, страх, постоянное ожидание разоблачения. Его сердце просто не выдержало. После ухода Танаева началась настоящая охота за его архивами. Квартиру обыскали. Официально по запросу налоговой службы, которая якобы проверяла его финансовые дела. Дачу, которой он почти не пользовался последние годы, тоже обыскали. Гараж, подвал, даже могилы родственников на кладбище. Везде искали тайники, где могли быть спрятаны документы. Но ничего не нашли. Ни папок с грифом «секретно», ни жестких дисков, ни флешек, ни банковских выписок. Либо Танаев уничтожил все перед тем, как уйти, либо спрятал так надежно, что найти невозможно, либо передал кому-то из доверенных лиц с инструкциями хранить до определенного момента. Есть версия, которую обсуждают в узких кругах тех, кто занимается расследованием коррупции той эпохи. Согласно этой версии, Танаев не уничтожил документы и не спрятал их в физическом тайнике. Он оцифровал все, перевел в электронный формат и загрузил в облачное хранилище, доступ к которому защищен сложной системой паролей и биометрической идентификации. Этот цифровой архив существует где-то в интернете, на серверах, разбросанных по разным странам, и ждет того момента, когда кто-то введет правильную комбинацию кодов. Кто знает эти коды? Может быть, один из наследников Танаева, которому он передал их перед тем, как уйти? Может быть, адвокат, который получил запечатанный конверт с инструкциями вскрыть его только через определенное количество лет? А может быть, коды умерли вместе с Танаевым, и теперь этот цифровой архив навсегда останется недоступным, как сокровище, закопанное на необитаемом острове без карты. Если эта версия верна, то где-то в глубинах интернета хранится полная правда о черной кассе Кыргызстана. Все счета, все транзакции, все имена, все суммы. Информация, которая могла бы перевернуть представление о том, как работала власть в стране в 90-е и 2000-е годы. Но получим ли мы когда-нибудь доступ к этой информации? Или она так и останется погребенной в цифровой могиле, недоступной и бесполезной? Что случилось после того, как история Николая Танаева оборвалась?
Семья Акаева так и не вернулась в Кыргызстан, продолжая жить в изгнании, разбросанная по разным странам. Бывший президент Оскар Акаев обосновался в России, где получил политическое убежище и живет тихо, избегая публичности. Его дети, Айдар и Бермет, которые когда-то контролировали значительную часть экономики страны, тоже остались за границей. Их бизнес-империи рухнули вместе с режимом отца. Официальные расследования коррупции в правительстве Акаева продолжались несколько лет, но так и не привели к серьезным результатам. Несколько мелких чиновников получили условные сроки, несколько дел были закрыты за недостаточностью доказательств. Главные фигуры, те, кто действительно контролировал финансовые потоки, остались недосягаемыми. Почему? Может быть, потому что ключевые свидетели один за другим исчезали или уходили, унося с собой секреты. Может быть, потому что новая власть тоже была заинтересована в том, чтобы некоторые вещи остались в тени. Ведь многие из новых лидеров сами были частью старой системы. А может быть, потому что Танаев действительно сумел спрятать улики так надежно, что их просто невозможно найти. Страна изменилась, прошла через еще одну революцию в 2010 году, пережила политические кризисы и экономические потрясения. Но вопрос о том, куда делись миллиарды из черной кассы, так и остался без ответа. Эти деньги, которые должны были пойти на строительство школ и больниц, на развитие инфраструктуры и поддержку малого бизнеса, осели где-то на счетах, доступ к которым имели лишь единицы. И теперь, когда все главные действующие лица этой драмы ушли, шансы найти эти деньги или хотя бы узнать правду о них становятся все призрачнее. Но, может быть, это и к лучшему. Может быть, некоторые тайны должны остаться похороненными, потому что их раскрытие принесет больше вреда, чем пользы. Ведь если действительно всплывут все документы, все имена, все суммы, окажется, что коррупция пронизывала не только правительство Акаева, но и всю политическую элиту страны, включая тех, кто пришел к власти после революции. Окажется, что многие из тех, кто сегодня занимает высокие посты, кто говорит о борьбе с коррупцией и построении справедливого общества, сами были частью той системы, сами получали свою долю от черной кассы. И тогда рухнет последняя иллюзия, последняя надежда на то, что можно построить честную власть на руинах коррумпированной. Может быть, именно поэтому никто по-настоящему не заинтересован в том, чтобы докопаться до истины. Может быть, молчание Танаева, которое он сохранял до последнего вздоха, было не предательством и не трусостью, а своего рода милосердием, попыткой уберечь страну от правды, которую она не готова принять. Мы никогда не узнаем, что думал Танаев в последние минуты своей жизни, когда его сердце останавливалось. Жалел ли он о том выборе, который сделал 24 марта 2005 года? Или наоборот, был уверен, что поступил правильно, защитив секреты, которые могли разрушить не только отдельных людей, но и саму страну? Эти вопросы останутся без ответа, как и многие другие вопросы той эпохи. История Николая Танаева — это история о цене молчания и о бремени знания. Это напоминание о том, что иногда самое опасное оружие — не пистолет и не бомба, а информация, которой владеет один человек. И что судьба этого человека, как и судьба тех секретов, которые он хранит, может определить судьбу целой страны. Танаев унес с собой правду о черной кассе, о миллиардах, которые исчезли в офшорах, о сделках, которые обогатили единицы и обнищали миллионы. Но, может быть, где-то, в запечатанном конверте у адвоката, в зашифрованном файле на удаленном сервере, в тайнике, о котором знает только один человек, эта правда все еще существует. И, может быть, однажды, через 10 или 20 лет, когда все участники тех событий уйдут и страсти улягутся, кто-то откроет этот конверт, введет правильный пароль, найдет тот тайник. И тогда мы, наконец, узнаем, что же на самом деле вывез Николай Танаев из Белого дома в тех черных портфелях 24 марта 2005 года. Но до тех пор эта тайна остается одной из самых больших загадок современной истории Кыргызстана. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Николая Танаева еще помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.